Друзья, всем здравствуйте! Это карта дня на 16 января 2021 года. Посмотрим, какой будет сегодня день. Общая карта Валет Трифовый. Карта для овнов, для тельцов, близнецов и раков. Карта для львов, девы, весов, скорпионов. Стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. Ну и для результата дня я в конце достану карту. Итак, у нас общая карта Валет Трифовый. Но в основном, вот в бытовом плане, эта карта показывает уборку. Да? Когда мы занимаемся уборкой дома, мы убираем все лишнее. Когда у нас много накопилось каких-то дел, может быть, хозяйственных, да, вот мы все это делаем. Если же сегодня рабочий день, это тоже у нас какой-то аврал. Это может быть, мы подводим какие-то итоги, собираем какие-то бумаги, что-то подсчитываем, да, анализируем и так далее. Также эта карта может говорить о том, что сегодня потребуется, возможно, защищать себя, свои интересы или интересы близких людей. Да, может быть, придется на кого-то надавить, может быть, даже пригрозить или еще что-то такое, да, для того, чтобы вот успокоить какого-то человека, потому что может быть такое, что вот кто-то прям нарывается на конфликт, создает проблемные ситуации, и вот нужно уметь этому противостоять. Иногда нужно с людьми говорить на их языке, да, для того, чтобы они нас поняли. Также эта карта говорит о том, что сегодня могут быть какие-то уходы, да, допустим, человек, который уезжает куда-то, может быть, на работу в другой город, да, или это какая-то поездка, и вот вы на какое-то время расстаетесь. А может быть, это даже ссора, скандал, кто-то ушел, хлопнул дверью, да. Очень сильные энергии вот в этом плане, поэтому постарайтесь как-то более конструктивно их сегодня направлять в какое-то такое более приятное русло, да. Лучше, конечно, сегодня не ссориться, очень уж и могут быть плохие последствия этого. А также карта может говорить о том, что хороший день для занятия спортом, для любой активности, для того, чтобы что-то сделать больше, чем всегда, да, вот как-то превысить свою норму, скажем так. Вот если в работе, это очень полезно будет много сил, много возможностей для этого. Следующая карта у нас для овнов, это семерка трифовая. У вас, уважаемые овны, будет очень много сегодня мелочей, которые будут, скорее всего, раздражать. Вам, может быть, придется сегодня как бы указывать кому-то на их обязанности, да, допустим, кто-то их не выполняет, может быть, даже придется за кого-то что-то делать, потому что ну, как бы человек, который вам что-то пообещал, да, он это не выполнил, время подошло. Вот, кстати, тема времени тоже сегодня будет очень остро стоять, нужно будет успевать куда-то, да, а это не всегда будет получаться хорошо. То есть вот такая спешка может быть и раздражение по поводу того, что вот не успеваете, что-то не получается. А также здесь может быть очень много работы, какие-то процессы вы можете организовывать, может быть, людей организовывать, да, вот для того, чтобы какую-то работу выполнить. Может быть, прям усталость, даже, может быть, не в конце дня, а даже, может быть, в середине дня. Также карта говорит о том, что сегодня могут какие-то люди вот вмешиваться в вашу жизнь, они могут вас как-то подставлять, да, злить и так далее. И вот, может быть, сегодня нужно быть такими жесткими, суровыми с такими людьми, да, не поддаваться. Может быть, кто-то, допустим, будет вас винить в чем-то. Вот ни в коем случае не берите на себя вот слишком много, да. То есть, скорее всего, человек, который вам тут говорит лишнее, да, он просто хочет вами манипулировать. Или у него просто там не ладится что-то в жизни, у него плохое настроение, он сбрасывает на вас вот эту свою агрессию. Поэтому не допускайте этого, ну, как бы ограничивайте себя от людей, которые вот как-то неконструктивно себя ведут сегодня. Валет бубновый для тельцов сегодня выпадает. У вас будут какие-то ситуации, когда вы
или ставите точку на чем-то, да, или вы заканчиваете какое-то важное дело, важный проект. Ну, вот такое ощущение, что что-то вот приходит к логическому завершению, какой-то результат. Если, допустим, это о работе, да, может быть, деньги приходят как оплата за результат. Если вы, допустим, учились, да, может быть, как экзамен, результат успешно сданный. В общем, вы сегодня тут подводите какую-то черту в каком-то важном деле, а может быть, даже это отношений касается, да. Допустим, есть человек, и вы не знаете, продолжать с ним отношения или нет. Вот сегодня как раз примите решение, если да, ну, если отношения действительно вам нужны, подходят, значит, они будут продолжаться, но только уже в каком-то новом качестве. Или же вы вообще уберете этого человека из своей жизни, да, скажете, что как бы больше не хотите с ним общаться. А также здесь может быть ситуации, когда другие люди относятся к вам холодно. Вы, допустим, к ним со всей душой, а они либо принимают как должное, либо как-то реагируют так, как вам неприятно. И самим сегодня вам, уважаемые тельцы, будет тяжело проявлять какую-то сердечность. Вот больше у вас какой-то деловой энергии, какой-то, знаете, такой энергии, направленной на дела, да, на завершение чего-то, на достижение цели. А вот общаться с людьми будет сегодня довольно-таки сложно. Так, может быть, кстати, вот по этой карте опасаться стоит каких-то колющих, режущих предметов, да, если, допустим, вы сегодня планировали, ну, допустим, в косметический салон, ну, допустим, вы что-то делаете с кожей со своей, да, или татуаж бровей, там, или еще что-то такое, то это, наоборот, хороший день. Если это как бы на пользу, если это запланировано, то это хорошо. Но вот если, допустим, неаккуратно вы обращаетесь там на кухне с ножами, да, вот будьте осторожны. Или что-то разбить можете стеклянное, чтобы не порезаться осколком. Вот нужно очень сегодня быть осторожными, а лучше вообще вот такие дела отложить. Да, вот, ну, допустим, если вы занимаетесь уборкой, то не касайтесь просто вещей, которые вы можете разбить сегодня. Следующая карта для близнецов, восьмерка пиковая у вас выпадает. У вас день посвящен, скорее всего, каким-то коллективным занятиям. Либо вы идете на какое-то мероприятие, где много людей, либо ваша работа сегодня связана с тем, что вы в большом скоплении людей, либо, если это не скопление людей, значит, это просто большое количество общения с разными людьми, звонки, переписки, в общем, что-то вам нужно от других людей. С помощью других людей вы решаете какие-то свои вопросы. Также эта карта говорит о вечеринках каких-то, собраниях. Может быть, вы перед кем-то выступаете, да, может быть, у вас есть какой-то проект, может, вы его защищаете, или, может быть, это защита работы, если вы учитесь, работы какой-нибудь, или диплома, может быть. Также карта говорит о том, что сегодня может быть очень много знакомств, да, то есть очень много общения с новыми людьми, и это для вас очень важно. То есть вот этот вопрос обширной аудитории, когда нам при этом все нравится, нам комфортно, нас любят, на нас обращают внимание, может быть, со стороны других людей мы получаем признание, или от большого количества людей к нам приходит оплата, допустим, каких-то услуг, да. В общем, все это связано именно с другими людьми, с толпой, с группой людей, да. Теперь для раков сегодня девятка червовая выпадает. У вас, уважаемые раки, неожиданные события какие-то происходят. Нельзя сказать, что они только лишь положительные или только лишь отрицательные. Скорее всего, будет и то, и то. Вот, скорее всего, то, что приходит в вашу жизнь сегодня, оно зависит от других людей и, возможно, от каких-то перемен в доме. То есть, может быть, вот эти новые люди, они появляются у вас в доме. Ваши близкие, может быть, вас с кем-то знакомят.
А также это карта каких-то перемен, поездок, передвижений, когда вот вы сами являетесь инициатором, да, вы знаете, что вот вам нужно какой-то вопрос решить, может быть, долгое время откладывали, и сегодня как раз тот день, когда вы наконец-то имеете возможность, силы, время и решаете этот вопрос. Эта карта также связана с приобретением техники для связи. Да, это компьютеры, телефоны, ноутбуки или работа, либо ремонт, может быть, техники. Да, когда вот мы как-то обновляем, может быть, программы какие-то. А также здесь у нас ситуация, связанная с разговорами по душам, с людьми, вот которых мы мало знаем, да. Вот бывает так, что вот встретился человек, и вроде бы мы его совершенно не знаем, а хочется поговорить о чем-то личном, хочется рассказать о себе. Вот, скорее всего, такие ситуации будут. Как будто бы вот знаешь человека всю жизнь, да, 100 лет знаешь человека, вот может быть такое. Ну и, конечно, смотрите, обращайте внимание, вот та новая информация, те новые люди, которые сегодня приходят, это что-то очень важное для вас, используйте это себе на благо. Какой-то вопрос свой личный вы можете решить. А для львов дама червовая выпадает. У вас, уважаемые львы, а, какие-то перемены в доме. Это может быть перемены в плане того, что в вашей семье появляются какие-то новые люди или новые друзья приходят в ваш дом. А может быть, вы в доме какие-то перемены производите вот, в обстановке, допустим, перестановка там, мебели, или решаете, допустим, сделать ремонт, или что-то продать новое, купить, да, вот может быть и такое. Также эта карта, знаете, переездов очень часто, поездок, перелетов. Ну, это карта улучшения всегда. То есть, если и меняется, то только к лучшему. То есть здесь не может быть ухудшения никакого. Вот это очень такое резкая какая-то перемена, но это происходит потому, что вы вовремя когда-то не поменяли что-то в своей жизни, и теперь жизнь просто за вас приводит, в общем, людей нужных, да, создает ситуации, от которых нельзя отказаться и так далее. Вот это, конечно, уже просто потому, что вы раньше, скорее всего, упустили какую-то возможность, она вас сама здесь находит, догнала, скажем так, да. В общем, перемены к лучшему, какая-то белая полоса. Для девы валет пиковый сегодня выпадает. У вас, уважаемые девы, скорее всего, будет какое-то очень эмоциональное настроение. Но если говорить в положительном ключе, это может быть общение с семьей, с детьми и такой день, когда вы можете поговорить открыто, искренне, что-то выяснить. Но самое главное здесь сегодня быть именно честными, не обманывать и не стараться манипулировать ни в коем случае близкими людьми. Также здесь может быть у вас, девы, какое-то новое дело, новое направление в обучении или еще что-то новое, то, что вот для вас непривычно. Может быть, вы по-новому начинаете как-то день, ну, допустим, там с пробежки или идете пешком. Может быть, вы что-то меняете в образе жизни, да, тут любого рода перемены, которые идут от души, вот просто не потому, что надо, а потому, что хочу, да. Может быть, даже какая-то идея творческая придет, вот как выразить себя лучше, как сделать так, чтобы жить стало интереснее, да. Также здесь могут быть ситуации, когда вы даже решаетесь, может быть, проявить себя в каком-то творческом деле, показать себя другим людям, да, вот показать то, что вы умеете делать хорошо. Так, что еще здесь важно? Карта говорит о том, что сегодня, скорее всего, будут люди, которые захотят воспользоваться вашей добротой. Да, то есть, ну вот ты же добрый, ты помоги, да, то есть вы как жилетка можете служить для чужих там слез, скажем так. Но бывает так, что это необходимо, а бывает так, что люди пользуются этим, ну как бы зря, да, это все. Вы тратите свои силы, энергию на людей, которые
просто вами пользуются. Вот такого не допускать лучше сегодня. А с детками тоже сегодня хорошо бы пообщаться, выяснить какие-то вопросы важные для них, их интересами заняться, может быть, покупками какими-то. А может быть, допустим, ребенок давно просит, чтобы вы позволили привести друзей в дом, да, вот стоит позволить это. Ну, в общем, разного рода такие вот вопросы. А следующая карта для весов, дама трефовая. Но у вас, уважаемые весы, скорее всего, день будет связан с какими-то делами или с какими-то сделками, да, это вот очень часто, знаете, коммерческие сделки, это очень часто подписание договоров, когда мы распределяем какие-то обязанности, когда мы договариваемся об ответственности, когда мы получаем деньги за услугу или платим за услугу. Также здесь, скорее всего, будет какой-то такой вариант событий, когда вы окажетесь перед сложным выбором. И знаете, бывает так, что выбор либо в плюс, либо в минус, а у вас прям несколько будет вариантов положительных. И вы, скорее всего, будете мучиться, не зная, какой вариант выбрать. Но здесь вот какой совет? Здесь нужно воспользоваться советом близких каких-то людей, либо советом какого-то мастера, да, в общем, человека, который компетентен в тех вопросах, которые вы решаете. То есть не решать самим, вам нужен здесь прям посредник какой-то. Кстати, может быть, вы хотите что-то продать, купить, вот тоже карта рекомендует воспользоваться услугами посредника, потому что это будет быстрее и лучше для вас. И сами вы вот можете что-то не решить так хорошо, как вот с помощью помощников каких-то. Также карта может говорить о том, что могут возникнуть какие-то новые возможности для решения старых проблем. Да? То есть вот раньше вы каким-то способом решали и не получалось, а вот сейчас возникает новая возможность, и вот вы готовы уже все сделать, насколько возможно, да, лучше. Также карта говорит о том, что сегодня потребуется ваша воля, может быть, сила воли, да, или просто, вот, может быть, вы привыкли в каком-то вопросе полагаться на других людей, а вот сегодня нужно будет по-своему что-то решить, и, возможно, это будет трудно. Так, что еще здесь? Но тоже вот неожиданности какие-то, вот неожиданности, которые выбивают из колеи. Не обязательно плохо, да, может быть, это и к лучшему, но все-таки, когда неожиданно, всегда трудно воспринимается. Туз пиковый для скорпионов попадает у вас, скорее всего, день связан будет с улучшением вашего самочувствия. Вот в основном скорпионы вообще очень такие чувствительные знаки. Вы чувствуете, что происходит с другими людьми, да, вы можете интуитивно очень хорошо разбираться во всех вопросах. Даже если человек вам говорит неправду, вы сразу можете это понять. И вот сегодня у вас могут быть ситуации, когда вы просто видите других людей насквозь, даже и нет никакого шанса вас обмануть, провести как-то, да. Вот, может быть, вот такие темы будут, когда кто-то захочет вот обмануть или какую-то свою тему протолкнуть. Вот вы все здесь правильно видите, все расставляете по местам, не даете возможности другим людям вами воспользоваться. Также карта может говорить о том, что сегодня день может быть посвящен красоте. Вот если вы девушка, то, возможно, это день для салона красоты, для того, чтобы купить одежду, для того, чтобы сделать прическу. Да, вот как-то вы сегодня можете заниматься своим образом и своей внешностью. Это будет вам доставлять очень большое удовольствие, и это очень нужно для того, чтобы вы вот реализовали вот эти энергии дня. Если же вы молодой человек, мужчина, да, который смотрит прогноз, то тогда для вас это как раз сделать что-то для девушки, для своей, да, может быть, подарить ей какой-то билет, допустим, или какой-то сертификат для того, чтобы она могла себе что-то купить, что-то сделать красивое для себя, да. В общем, либо пойти просто с ней куда-то в какое-то красивое место, где много музыки, где много всего красивого, вкусного и так далее. То есть вот это очень хороший день сегодня, это доставит удовольствие всем.
Так, следующая карта. Кстати, вот по этой карте очень часто бывает, что от каких-то людей, которые способны вредить за спиной, может приходить какая-то проблема. А может быть, даже кто-то и проявится просто. Допустим, раньше человек вам улыбался в лицо, да, а за спиной что-то говорил нехорошее. Вот сегодня этот человек может показать свое истинное лицо, как-то проявится в вашей жизни, как-то вмешается в нее. Следующая карта для стрельцов. Здесь тоже туз червовый. У вас, уважаемые стрельцы, скорее всего, будет день, связанный или с какой-то прибылью, да, получением каких-то денежек, или, может быть, это день такой, знаете, праздничный, или день отдыха, или день каких-то игр, допустим, есть, ну, возможность, просто отключиться от всего, да, почувствовать, что вот вы просто живете, что у вас нет каких-то особых обязанностей сегодня, да, вот вы просто наслаждаетесь жизнью. Также сегодня может возникнуть потребность как-то себя проявить, показать, продемонстрировать свои таланты, свои способности, сказать свое слово, да, в общем, сделать так, чтобы люди прислушались к вам, к вашему мнению. Так, что здесь еще у нас может быть? Может быть, какой-то мужчина может вам помочь в важном деле. Обращайтесь, если что, за помощью. Может быть, это человек при власти или просто который может какие-то вопросы решить важные. Может быть, выигрыш по этой карте. Иногда и такое тоже бывает. Шестерка червовая для козерогов. У вас, уважаемые козероги, сегодня день, знаете, связанный с будущим. Вот что-то из будущего входит в вашу жизнь. Новый человек, новая работа, новое образование. Может быть, сегодня какая-то тема возникнет переезда в другое место, в другую страну. В общем, что-то такое, важные какие-то перемены, которые вот в будущем могут стать решающими. Также это вообще новый поворот в жизни. Вот знаете, совершенно меняется тема. Неожиданно, вы не рассчитывали, да. Может быть, кстати, это и переезд, поездка, перелет сегодня прям, да, вот в этот же день. Также эта карта, когда вы чувствуете, вот предчувствуете будущее, да, какие-то знаки будут сегодня вам, сны какие-то будут сниться очень важные, да, вот нужно в этом разбираться, потому что вот жизнь прям вам хочет что-то подсказать, показать. А если говорить о работе, то у вас, скорее всего, тут самым важным становится ваша репутация. То есть именно благодаря репутации у вас здесь идет какое-то улучшение. Может быть, новая должность, может быть, новые клиенты, может быть, еще что-то такое улучшается. А если кто-то болел, это вот возможность исцеления. Десятка червовая для водолеев. У вас, уважаемые водолеи, сегодня день друзей, скажем так, да, или день, когда вы вот вместе с кем-то что-то важное делаете для себя, да, какую-то цель вместе осуществляете, какую-то задачу. Также может быть, если у кого-то нет друзей, сегодня шанс есть встретить человека, который вот действительно надежным другом может стать, человека, на которого можно положиться. Либо ваши друзья могут себя так проявить, да, как-то доказать свою преданность, поддержать в нужный момент, помочь и так далее, и так далее. А также сегодня для тех, кто без пары, можно встретить человека, спутника жизни, которого давно ждали. Действительно, здесь вот прям для любви очень хорошее время. Ну и вообще вот эта карта связана как раз с чувствами, с любовью, с романтикой. И если даже была какая-то ссора, сегодня можно помириться. В общем, все, что касается урегулирования отношений, помощи, поддержки и душевных бесед, это для вас, водолеи. Так, следующая карта для рыб, девятка бубновая. У вас, уважаемые рыбы, какие-то значительные перемены. Скорее всего, рядом будет человек, у которого какая-то сложность, проблема, а вам придется эту проблему решать, либо поддерживать его, да, вот много сил тратить на это.
А также карта говорит о том, что сегодня может быть, либо вы сами как-то неожиданно можете с кем-то поссориться, либо какой-то человек может какой-то скандал учинить, да, какой-то конфликт затеять вот рядом с вами. Вот что-то такое не очень приятное, и, скорее всего, это послужит разрывом с этим человеком. Не будете вы больше общаться. Ам, Также эта карта может говорить о том, что вы просто что-то заканчиваете сегодня, какую-то работу, какой-то проект. Ам, Может быть, получаете какое-то решение, одобрение, да, может быть, документы, допустим, куда-то посылали, вот придет ответ. В общем, какие-то тут окончательные моменты, да, точки здесь какие-то в жизни. Также карта говорит о том, что будет какая-то критическая ситуация, если, допустим, болезнь, то вот может быть какая-то пиковая точка, после которой пойдет спад, да. А если же, допустим, вы о чем-то переживаете, тоже может быть такое чувство, что все, уже ничего не сделаешь, ничего не получится, ничто не поможет, и вдруг открывается новая возможность, и совершенно с другой стороны приходит решение, приходит помощь и так далее. То есть вот для рыб, конечно, день будет довольно-таки сложный. Это какие-то знаете, очень значимые перемены, может быть, снаружи в вашей жизни, может быть, в жизни ваших близких, а может быть, внутри вас, да, может быть, внутри какие-то переживания, которые вот заставляют совершенно по-новому взглянуть на мир, на себя, на людей и так далее. А, кстати, по этой карте, может быть, нужно сегодня будет какую-то силу проявить, да. Это может быть сила воли, а это может быть даже сила физическая. А, Может быть, знаете, настоять на чем-то своем, прекратить какие-то травмирующие отношения. Вот что-то такое серьезное, знаете, когда потребуется вот именно сила. А может быть, если вам не хватает своей силы, обращайтесь к тем людям, которые могут вас в этом плане поддержать. Давайте посмотрим результат дня. Результат дня. Дама пиковая. Замечательный результат, потому что дама пиковая — это у нас всегда карта общего такого благополучия, карта исполнения желаний, исцеления, да, если болезнь, но и не только физического исцеления, и духовное какое-то исцеление, разрешение какой-то проблемы. В общем, какое-то счастливое время наступает вечером, потому что решился какой-то важный вопрос. Друзья, всем желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!